Всем привет! Сегодня я расскажу о 40-й прошивке для Nokia 5800. Как вы знаете, она вызвала большой ажиотаж, так сказать, оживление в рядах владельцев этих телефонов, и не только этих. Ну и давайте я расскажу, что же изменилось в Nokia 5800. Сразу хочу сказать, что это, наверное, самая масштабная прошивка из всех. Как видите, рабочий стол стал повторять таковой на Nokia, как на Nokia 5530 мы первый раз увидели. Потом это и на более поздних смартфонах, таких как X6 или 5230. Ну и добавили, ну то есть практически полностью повторяющая именно и прошивки тех телефонов она. Ну и давайте я покажу. Вот как видите, панель контактов есть. Тут говорят, можно добавить до 20 контактов. Вот кинетическая прокрутка. Такая же, как в 20-й прошивке у Nokia 5530. Сразу хочу сказать, что много контактов ставить я не советую, потому что тогда неудобно. Проще зайти через контакты. Как видите, добавился виджет плеера. Ну и, соответственно, панель ссылок, она как была, так и осталась. Плеером можно управлять отсюда. Вот громкость прибавлять. Также листать песни, как и все, то есть все как и было, ну, на смартфонах типа Nokia 5530. Ну и самое главное, что добавили кинетическую прокрутку. Вот она действует, как видите, например, в плеере. Вот. А также кинетическая прокрутка действует и в сторонних приложениях. Ну, давайте, например, возьмем Power MP3. Вот. Списки воспроизведения, все то же самое, кинетическая прокрутка также работает. То есть это действительно удобно, хотя если на большие массивы перемещаться, то все равно удобнее ползунком. То есть вот это что касается 40-й прошивки. Также, как вы, наверное, слышали, добавили новый тип экрана, когда смартфон заблокирован и звонок осуществляется, новый будильник. Но так как они идентичны, я покажу, наверное, только ну, звонок, потому что это будет проще. Вот я заблокировал телефон, и сейчас вы увидите, как произойдет звонок. Звук я заблаговременно отключил. Как видите, бегают ползунки, ответить и открыть блокировку, и надо провести, как нарисовано. А дальше уже, например, сбросить. Я сбрасываю. И то же самое примерно с будильником, только там, как говорится, перейти еще по 5 минут поспать там, или сколько вы настроили, или отключить будильник. Ну и для того, чтобы уже окончательно показать, что это 40-я прошивка, вот версия ПО 40. Ну и я думаю, на этом, наверное, обзор 40-й прошивки можно заканчивать. Хотя нет, наверное, еще я покажу пару программ, которые добавили. Это в контактах добавился OV Contacts, но, как вы помните, я делал обзор, ее можно было поставить и отдельно. Это мессенджер от, собственно, самой Nokia. Они сейчас активно, как я уже тоже несколько раз говорил, развивают сервисы. Хотят стать интернет-компанией. Вот они, один из сервисов это мессенджер, он использует протокол Jabber. И то есть можно, например, с Yanline или с mail.ru пересекать контакты. И еще, например, добавили изначально уже прошитый магазин OVI. Я про него тоже рассказывал, поэтому останавливаться на нем не буду. Собственно, ну, вы все знаете, что это магазин приложений, который ориентирован, собственно, на телефоны, на тот телефон, которым вы владеете, и позволяет что-то подобрать себе. Ну, а больше, наверное, особо ничего и не изменилось. Еще хотелось бы, конечно, кинетическую прокрутку приложений, а не листание только вот так их. Но это уже из разряда сильно хотелок, и, наверное, чтобы кинетическая прокрутка была, можно было несколько использовать ссылок, так же, как на Orange Home Screen, который вы у меня, наверное, видели. Ну и на этом теперь точно все. Всем пока.